Талисман его зовут, за 110 тысяч долларов. Уши, вот видите, широкие у него. Они массивные, красивые такие, экстерьерные, да? Намного умнее, чем обычные бараны. Да, у каждого барана вот, на шерсти чип есть. Да? Это народное достояние наше. Почему мы начали заниматься этой породой? Потому что у меня мама родом отсюда, с Арашана, получается, да. И мои дяди, они изначально еще занимались, они на протяжении 10 лет уже занимались, получается, этой породой. И потом они как-то со временем заинтересовали нас, у нас появились свободные деньги, и мы решили попробовать этим заняться, да. Мы когда вот начали этим заниматься, лет 5 назад, наверное, да. Я же говорю, цены еще не такие дорогие были, да. Вот. Цены вот последние 2-3 года, наверное, так сильно выросли. И мы когда начали заниматься, мы начали покупать баранов, да, где-то по 500, по 1000 долларов изначально, да. Потом начали продавать их ягнят. Нам вот начала нравиться эта порода сама по себе, да, потому что у них ягнята красивые, они сами по себе красивые, да. Они массивные, красивые такие, экстерьерные, да. Талисман его зовут. Это мы его сами приобретали за 110 тысяч долларов. Ему 2,5 где-то. Да, он еще будет расти, да. У нас Хочхора забирали в Казахстан. Он там Хочхор есть, его брат, да, бояра брат, получается, по матери, у них одна мать. Миллион зовут кличка. Он вот у нас был, получается, выведен. Он 231 килограмм показывал вес, да. Это уйлар ушучу көргөзөт, да, корова обычно показывает, да, такой вес. А за сколько весит он? Ну, я думаю, где-то 170 килограммов есть, да. Стараемся не перекармливать, чтобы они на ноги не садились, да, в первую очередь. Большой вес – это нагрузка в целом, да? Для всего, да, вообще, для всех животных, да, так и для арашанов. Вот видите, мягко конкосу бар башындагыч. Это тоже вот сулуктун белгеси, да? Уши, вот видите, широкие у него, длинные, да? Вот это тоже красота, да? Грудь, посмотрите, какая широкая. Арашан на все обращает внимание, вплоть до костяка. Видите, структура костяка. Джоки, обкорсим. Здесь, у нас здесь, которые работают люди, да, они говорят, что они намного умнее, чем обычные бараны, да. Вот в 70-х годах наши аксакалы начали заводить из Таджикистана к нам, получается, таджикских гисаров, да, и делать параллельную селекцию. Они начали добавлять нашу местную породу, да. Арашан это наша порода, да. Это такая порода только в Кыргызстане, которая называется арашан, да. И эта порода только у нас, из-за этого соседние страны, они вот приезжают к нам, интересуются, почему они интересуются? Потому что даже у гисара нет такого веса, да? Нет такого веса, такой красоты. Вот наши селекционеры, когда делают селекцию, они в первую очередь обращают внимание на вес, на рост, на уши, да, на красоту. Они стараются красоту вместе с весом, параллельно получается содержать не тяжело. Вот некоторые люди думают, что арашан прям по-другому совсем содержится, да? Ну да, размеры питания совсем другие, получается, да? Там объемы, арашан намного больше кушает, да, нежели обычный баран. Мне кажется, как 2-3 обычных барана он кушает, да, один арашан. Потому что у него и вес, и рост, совсем другие, да, нежели у обычного барана. Ну, мы стараемся витамины давать, морковку давать, да. Обычным баранам, я не знаю, даются морковки или витамины, нет. Да, пол ягнят тоже от хочхоров зависит, да, так же, как и у людей, получается, да. Так же, как от мужчины зависит у людей, так же и у них, да? От хочхора зависит, да? У некоторых хочхоров в основном ярочки рождаются. Вот у нас хочхор есть, бояр, да? А от него в основном ярочки рождаются 80%. А от некоторых хочхоров в основном хочхорики рождаются, да? От некоторых 50/50. Это селекция, да? Отличается арашан от гисара, да? Ну, гисар в основном, он, знаете, такой грубошерстный идет, да? И гисар он в основном черный, там, каштановый, таких цветов, да? А у нас, получается, арашан, у нас более приветствуется светло-рыжие тона, да? У нас уши более длинные, арашан более массивный, он намного выше, чем, по росту выше, чем гисар, да? По весу он больше, чем гисар, и по красоте, да? Вот именно самое отличительное качество арашановодов, они стараются, получается, и рост, и вес, и красоту сохранить, да, вместе, да? Да, у каждого барана, вот, на шерсти чип есть, да? Чип стоит. Когда этот чип вбиваешь, определенный автомат, этот прибор есть, к которому вот чип находишь, там вся информация выходит про барана. Кто отец, кто мать у него, когда родился, да? Приблизительно вся информация выходит, да? Это нам для дальнейшей селекции нужно, получается, чтобы знать, да? Спрос большой, да. Спрос большой на арашанов, потому что даже соседние страны этим заинтересованы. Вот Россия,
с России приезжают люди, вплоть с Монголии приезжают, они заинтересованы, да, готовы купить, да, единственный вот вопрос иногда стоит транспортировки, да, вот из-за этого это иногда останавливает там некоторые страны, а так на протяжении долгого времени уже с нами Казахстан сотрудничает, Узбекистан у нас покупают баранов, да, тоже им нравится наша порода, нравится красота вообще арашанов, да, из-за этого они у нас покупают и сами тоже селекцию делают, выставки проводят у себя там. У нас вот только рожденные не продаются, да, у нас вот до 4 месяцев мы их выращиваем, потому что до 4 месяцев они мать сосут, да, и после того, как мы отбиваем от матери, мы их продаем в 4 месяца, да. Некоторых подольше держим, которые нам нравятся, которых мы хотим в дальнейшем сами селекцию делать, добавлять там на наших баранов, мы их оставляем, да. А цены у нас, получается, от $5000 начинаются, да, в нашем хозяйстве. Ну, везде по-разному, да. Есть хозяйства, где от $500 начинаются цены, у нас вот от 5000 приблизительно, да. Ну, у нас есть и экземпляры, которые от 2000-3000 долларов тоже стоят, да. Просто мы стараемся вот элитных содержать, да, из-за этого сами дорого покупаем. Овцемата, кочкоров дорого покупаем, из-за этого у них тоже ягнята хорошие рождаются, да. А сколько они живут вообще? В среднем где-то до 15 лет, да. Я знаю баран, которому там 13-14 лет. Некоторые на мясо, да, уже когда они старые, некоторые закапывают, верите? Потому что есть такие овцы, которые вот, например, они прям в селекцию большой вклад принесли, да. У них ягнята прям такие хорошие, да. Они по хорошим ценам продавались, и как хозяева, как дань уважения закапывают некоторые, да. Некоторые режут, да. Просто когда в возрасте уже тоже баран, да, у него мясо, ну, не такое мягкое, как в молодом возрасте, да. Да, сколько может быть? Басы? Эми басы бир 500 чем баратко, мне кажется. Вот раньше, когда мы только начали заниматься, да, мы в Китае этих долонов видели, порода долон, да, называется, да. Я не знаю, слышали или нет, там по миллиону, по 1,5 миллиона продаются, да, они. Мы когда эти цены слышали, мы очень были сильно удивлены, да, мы думали, блин, вот это нереальные цены, да. Сейчас вот со временем такая тенденция идет, то, что у арашанов тоже цена очень вверх быстро растет. Я не знаю, может, догоним мы доланов или нет по цене, но цены у нас тоже очень прям хорошо растут, да. Это очень сильно помогает, да, тоже народу на самом деле, потому что народ тоже селекцию делает, да, они продают, они продают баранов, получается, по дорогой цене, да. Они делают селекцию, продают баранов, улучшается качество жизни, да. И мне кажется, это очень большой плюс, да, на самом деле. Вот этот арашан, это народное достояние наше.